Дети, я вам расскажу про Мазая. Каждое лето, домой приезжая, я по неделе гощу у него. Нравится мне деревенька его. Старый Мазай разболтался в сарае. В нашем болотистом низменном крае в 5 больше бы дичи велось, кабы силками ее не давили, кабы сетями ее не ловили. Зайцы вот тоже, их жалко до слез. Только весенние воды нахлынут, и без того они сотнями гибнут. Нет, еще мало, бегут мужики, ловят и топят, и бьют их баграми. Где у них совесть? Я раз за дровами в лодке поехал. Их много с реки к нам в половодье весной нагоняет. Еду, ловлю их, вода прибывает. Вижу один островок небольшой. Зайцы на нем собрались гурьбой. С каждой минутой вода подбиралась к бедным зверькам. Уж под ними осталось меньше аршина земли в ширину, меньше сажены в длину. Тут я подъехал, лопочут ушами. Сами не с места, я взял одного. Прочим скомандовал: прыгайте сами. Прыгнули зайцы мои, ничего, только уселась команда косая, весь островочек пропал под водой. Тот-то, сказал я, не спорьте со мной, слушайтесь, зайчики деда Мазая. Этак, гуторя, плывем в тишине. Столбик, не столбик, зайчишка на пне, лапки скрестиши, стоит горемык. Взяла его, тягота невелика, только начал работать веслом. Глянь, у кустов копошится зайчиха, еле жива, а толстяка купчиха. Я ее дуру накрыл зимуном, сильно дрожала, не рано уж было. Мимо бревно суковатое плыло, сидя и стоя, и лежа пластом, зайцев с десяток спасалось на нем. Взял бы я вас, да потопите лодку. Жаль их, однако, но жаль и находку. Я зацепился багром за сучок и за собою бревно поволок. Было потехи у баб ребятишек, как прокатил я деревней зайчишек. Глянь-ка, что делает старый Мазай. Ладно, любуйся, а нам не мешай. Мы за деревней в реке очутились. Тут мои зайчики точно взбесились. Смотрят, на задние лапы встают, лодку качают, грести не дают. Берег завидели плуты косые, озимь и рощу, и кусты густые. К берегу плотно бревно я пригнал, лодку причалил и с Богом сказал: и во весь дух пошли зайчишки, а я им: ух, живей, зверишки! Смотри, косой, теперь спасайся, а чур зимой не попадайся. Прицелюсь, бух, и ляжешь, ух. Мигом команда моя разбежалась, только на лодке 2 пары осталось. Сильно измокли, ослабли, мешок я их поклал и домой приволок. За ночь больные мои отогрелись, высохли, выспались, плотно наелись. Вынес я их на лужок, из мешка вытряхнул, ухнул и дали стричка. Я проводила все тем же советом: не попадайтесь зимой. Я их не бью ни весною, ни летом. Шкура плохая, линяет косой. Дети, я вам рассказал про Мазая. Каждое лето домой приезжая, я по неделе гощу у него. Нравится мне деревенька его.